Охранная зона появилась в Екатеринбурге вокруг дома мещанина Лазарева. Так областные чиновники намерены защитить объект исторического наследия от современной городской застройки. Вскоре на Среднем Урале такие зоны появятся около всех памятников архитектуры. Дмитрий Немытов продолжит тему. Когда-то этот особняк в центре Екатеринбурга был центром торговых рядов. В 19 веке это была улица Усольцевская, известная как Центральный рынок. Гости сюда стекались со всего Урала. А хозяин постройки, мещанин Никандр Лазарев, снабжал город рыбой. Сейчас здесь рыбой не торгуют, помещения сданы под офисы, да и рынок со временем стал пешеходной зоной. Особняк дожил до наших дней и получил статус исторического памятника. Это, по сути, можно сказать, рядовая постройка той улицы. То есть, по сути, отображающая целую эпоху. То есть, какие здания тогда строились. С одной стороны, были частично являлись магазинами, частично являлись жилыми помещениями, то есть или складами. На днях, согласно распоряжению областного правительства, вокруг особняка появилась охранная зона. Это территория, обследованная историко-культурными экспертами, которые сделали заключение, какие виды работ можно вести рядом с памятником, какие нельзя. Так, если раньше запрещалось менять облик исторического объекта, то сейчас даже строить что-либо с ним рядом невозможно. Появляется так называемая зона восприятия памятника. Любоваться можно, трогать нельзя. Появление охранной зоны вокруг исторического памятника вовсе не означает, что это здание со временем будет недоступно для людей, или здесь появится высокий забор. Наоборот, это дополнительная гарантия того, что здесь вокруг особняка со временем не вырастет гигантский торговый центр, который его, собственно, и поглотит, оставив будущим поколениям, максимум лишь кирпичные стены. Примеры слияния и поглощения в Екатеринбурге известны хорошо. Вот дом купцов Коробковых на проспекте Ленина стал частью торгового центра. А вот историческая постройка на Белинского. Здесь стеклянная надстройка медицинского центра только испортила внешний вид раритетного жилища. Охранная зона должна в корне исправить ситуацию и не давать даже малейшей возможности уничтожать объекты архитектурного наследия. До передачи полномочий Свердловской области была установлена одна зона охраны. Это федеральный объект Белая башня. На сегодняшний момент таких зон охраны уже приближается более 10. В перспективе особо охраняемую территорию получат все исторические объекты области, а таких 1233. За нарушение охранной зоны грозит ответственность вплоть до уголовной. Дмитрий Немытов, Альберт Полудницын. Информационная программа «День», Екатеринбург.